Задержан гендиректор ЗАО «Вечерний Бишкек» Рябушкин. Признанный классик проходит молодежный фестиваль, посвященный 200-летию Ивана Тургенева. И высокие результаты показали таэквондисты на соревнованиях в Алматы. Об этих и других событиях в ближайшие 10 минут в студии работает Джибек Капарбекова. Здравствуйте. В Бишкеке задержали гендиректора «Вечернего Бишкека» Александра Рябушкина, сообщает МВД. Сейчас расследуется уголовное дело сразу по нескольким статьям. Так, в ходе проверки по заявлениям акционеров ЗАО «Издательский дом Вечерний Бишкек» выявлены нарушения закона со стороны руководителя издания. Возбуждено уголовное дело по статьям причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверия, злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций и подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков, пояснили в МВД. Отметим, ранее Генпрокуратура, рассмотрев заявление бывшего хозяина издательского дома Александра Кима о рейдерском захвате в 2014 году Александром Рябушкиным холдинга «Вечерний Бишкек», возбудила уголовное дело по статьям злоупотребления должностным положением и мошенничества. С начала года в Баткенской области 240 человек получили кредиты по низким процентным ставкам. Всего выдано около 84 миллионов сомов. Деньги выдают на развитие 3 направлений. Это животноводство, земледелие и переработка. Тему продолжит Дамира Базарбаева. Сюимбай Абдыкеримов уже многие годы занимается животноводством. Основной упор делает на крупный и рогатый скот. Чтобы увеличить поголовье, 3 месяца назад в РСК-банке взял кредит в размере 400 тысяч сомов по 10% годовых. Сейчас у него во дворе более 20 голов скота. За 3 года, думаю, выплачу кредит без проблем. В этом году на доход особо рассчитывать не придется. Но уже в следующем году начну расширять хозяйство. На рынке закупает только дополнительный корм. Сено заготавливает со своего поля. Сын и невестка всегда на подмоге. Оттого скот без присмотра не остается. Коров утром подоем и отправляем пастись на поле, а телята остаются. Сейчас удой небольшой. 4 коровы дают 7-8 литров молока. Из него делаем айран и по 20 сомов продаем в Баткене. Семья Абдыкеримова не единственная, которая решила расширить свой малый бизнес или производство за счет кредита. В РСК-банке облегченные кредиты взяли уже 240 человек. Всего выдано около 84 миллионов сомов. В Баткенской области 80% берут кредит на развитие животноводства, 12% на земледелие и 1% на переработку. Кредиты выдаем по 10% годовых на 3 года. При поддержке правительства облегченные кредиты выдаются в РСК и АИЛ-банках. Дамира Базарбаева, Улджан Тураева, Ирспек Мазаит, Улу Мерим Амирбай-Кызы. Общественный, Первый канал, Баткен. Новое исследование ученых показывает, что чрезмерное пользование соцсетями, особенно публикация селфи, может привести к нарциссизму. По мнению исследователей, под угрозой 5-я часть населения планеты. Фонтан Треви в Риме – популярное туристическое место, а для многих еще и отличный фон для селфи. Этот вид съемки, возможно, выглядит безобидным, но недавнее исследование показало, что если слишком долго сидеть в соцсетях и слишком часто публиковать свои селфи, то это может привести к нарциссизму. Селфи делают в основном женщины, поскольку они более склонны к нарциссизму. Они обычно занимают 90% кадра, они фотографируют место или момент. Например, фонтан Треви и других людей. Это просто постер их самих, который они хотят опубликовать в Инстаграм. Мы просто хотим быть идеальными в любых жизненных ситуациях. Думаю, мы всегда смотрим, как выглядят другие, всегда сравниваем их с собой. Исследователи из университетов Суонси и Милана 4 месяца изучали изменения в поведении 74 человек в возрасте от 18 до 34 лет в процессе пользования социальными сетями. Те люди, которые часто публиковали на своих страницах селфи, за этот период стали на 25% больше склонны к самолюбованию, а также были больше уверены в своей уникальности и превосходстве над остальными.
При этом люди, которые просто писали текстовые посты, не проявляли таких поведенческих особенностей. Реакция в соцсети в какой-то степени укрепляет и усиливает нарциссизм. Если говорить о тексте, то тут реакция более сдержанная. Им много лайков вы не наберете. Исследователи пришли к выводу, что необходимо срочно признать опасность соцсетей и не позволять детям сидеть в них слишком долго. Слишком много селфи – это опасно, потому что вы начинаете конкурировать с окружающими. Люди, возможно, начнут вам завидовать. Было бы лучше, если бы люди больше смотрели вовне, а не постоянно на себя. По данным Facebook, каждый день у соцсети имеется 1 490 000 000 активных пользователей. Ольга Севастьянова, Акмарал Акылбекова, Общественный первый канал. Редкие птицы пуэрториканские амазоны находятся на грани вымирания. Сейчас биологи спасают популяцию этих видов птиц. Более 50% попугаев, живших в дикой природе, погибли в прошлом году во время мощного урагана на Пуэрто-Рико. Пуэрториканские амазоны с ярким зеленым оперением – редкое зрелище. На грани вымирания эти птицы оказались еще в прошлом веке, а мощнейший ураган Мария, обрушившийся на Пуэрто-Рико в прошлом году, уничтожил в дикой природе более половины популяции этих попугаев. До ураганов Ирма и Мария в лесах Эль-Юнка жили примерно 65 попугаев. Выжили только 2. В Утуадо насчитывалось от 134 до 150 птиц. Теперь их не более 100. Пуэрториканские биологи последние несколько десятилетий разводят редких попугаев в питомниках. Один из них находится в заповеднике Эль-Юнк. Сейчас здесь живут более 460 птиц, но после урагана Мария их перестали выпускать в дикую природу. Причина в том, что стихия уничтожила в заповеднике много деревьев, и попугаи потеряли среду обитания. Специалисты выясняют, какой урон нанесен лесу. К концу ноября они составят подробную карту и решат, где посадить новые деревья, причем выбирать будут более приспособленные к ураганам. Я уверен, что у нас есть достаточно специалистов, знаний, технологий и желания для того, чтобы быстро вернуть этот вид в дикую природу. Первую партию из 20 амазонов планируют выпустить в следующем году, но прежде ученым предстоит подготовить питомцев к самостоятельному выживанию. Для этого на месяц к ним поселят диких попугаев. У нас были случаи, когда выпущенные попугаи возвращались, так что роль диких птиц очень важна. Они научат других жить на свободе, научат защищаться и искать пищу. Пуэрториканские амазоны обитают только на острове Пуэрто-Рико. Они живут в горах, влажных лесах и в пальмовых рощах. Ольга Севастьянова, Акмарал Акылбекова, Общественный первый канал. В Бишкеке проходит молодежный образовательный фестиваль, посвященный 200-летию великого классика русской литературы Ивана Сергеевича Тургенева. Признанный классик, основоположник русского классического романа, правдиво изображал красоту родной природы, воспевал высокие духовные качества людей, призывал к добру и единению. А его стихотворения в прозе о великом и могучем стали своеобразным гимном русского языка. Фестиваль охватывает ряд тематических мероприятий, направленных на создание эффективной культурно-образовательной площадки для изучения творчества великого писателя. Зал полон болельщиков, других гостей. Все интересно это мероприятие, и все хотят посмотреть эти постановки, познакомиться с произведениями Ивана Сергеевича Тургенева. Кроме этого, наш фестиваль предполагает ряд других мероприятий. Он будет длиться целую неделю, и в рамках этого фестиваля у нас пройдет конкурс чтецов. У нас будет филологическая олимпиада, участниками которой станут студенты 1-2 курса. И на этом пока все. Оставайтесь с нами на телеканалах КТРК и Алатон 24.